1905 году тут было 143 человеки. То ездили на свадьбу аж за Смоленск. На всю вёску был один колодец. Усё выразали, усё сапхнули, там не познаешь. Чорнобиль зацепив вёску. О, нехай пили водку, добре. Добре, ну. Відомо своя, де смачна була. Во. Молоко, тут собирали молоко, молокосборщики, все это сдавалось у молоко. Коля молодец, сохранил. Да, я сейчас покажу. Сохранил. Лісом помалу йду і хрещуся, і кажу, костей не знайдуть, бо ніколи туди не ходила, близько, це ж тянуло видок. Вот учился 8 классов, это вот туды у Великие Шестаки. Потом десятилетку 2 года уже у Козловщине. Там Козловщинская средняя школа. Вот. И все, потом уже мне у феврале исполняется 18 годов. Я школу закончил, тут у колхоз трохи ходил на работу. А уже зиму уже военкомат приписное, то свидетельство, и учился на шофера. На шофера выучился там зиму. После армии поступил у Жировицкий техникум 2 года, отучился. Туды за Подвеликое, вот, то туды отправили. Ну и там 3 года отробил, там уже женились мы там с Данутой своей. А и хлопцы там родились мои, 2 сыны. Была думка, и вернулись мы, но была проблема с жильем. Хотелось уж самим вести какое там хозяйство. Вот. И вот были вы у Хоробровича, и нам предлагали в школе. Живете в школе. Там уже полы там гриб поел уже, подлогу, не там. Вулиць не було, одна вулиця. Одна от вулиця. У 905 году тут было 143 человеки. О, 905. Ну, як же хоров було у кожному, були ж люди. Жили люди и по 2 детей, по 3, по 4. Было много людей. Крама была. Там и в одном месте, то по хатах как-то. А такий подільно стояв будинок, і такого не було. От хата пустая, от у її там була крама. Клуби у Войневичах, это уже центральное дело. Где мы женаты этому Войневичу пойдем в той клуб, а дети наши бегали в клуб. Так, там треба корову напоїть, свиня подослати. Як поробиться, тоді пойдете. Так було? Не теперішні діти, що? Как ты поживаешь? Молодец, ты добро выглядываешь. Ну, добро выглядываешь. Вот тут, бачиш, интересуется вёской нашей. Тут 4 человека осталось. Ну, Я что, 5-й. Ты 5-й. Тут, видите, у нас Ну тут, вот тут, Ванда, тут может, половина там Яня. католиков. Вот эта вот женщина там, да, католик, Ванда католик, у них уже была Пасха. Тут наполовину, тут половина поляков. Здесь, там в соседней деревне 2 километра школа. Большие шестаки, Да, великие. ее еще построили поляки. Где-то до 1939 года построили поляки. Мать ходила в ту школу, Потом, когда началась война, ходила в немецкую школу. Вот, потом уже пошли победы уже в русскую школу ходили. Так она по-польски прекрасно читает, по-польски, стихотворение расскажет. При немцах ходили в школу. А что при немцах? Говорю, а чему вас обучали? Может, немецкому? Да нет, говорит, это, что мы и учили, то и при немцах учили. Они как бы не трогали
Ну, пусть дети учатся, ну, как бы, грамотно же нужно всегда. Чорнобиль зацепив вёску. І тоді на брук висипали вже, насипали жвіру. Бо платили батькам гробовые. Да. Ну, что-то доплачивали за то, что То живут в этой зоне. радиация немножко попала. И воду провели тогда как раз. Да, и тогда уже провели. Колонки поставили уже, все, и подсыпали, по вёске подсыпали жвиром уже. Я доставал кран в этой колонке. Где-то 2-20 метров глубиной. Думаю, чего так укопали? А потом вспомнил, это же насыпали дорогу. Да, копали да. чуть раньше, а дорогу позже. Вот, Так дорогу получилось 2,20. А растут, ну что тут, лисички, Ну, все, что посадишь, то и Аллея. растет. бабки, як ми говоримо, Да. бабки, там що там, червончики, боровики. Не, ну, грибы все, что в Беларуси, те и А здесь есть. такі все тут. А у нас іще по чарнику треба скільки. Як тепер, то я вже не зайду ні по лисицу, ні по ту чарнику. Ти знаєш, що зробили там уже у этих, де катакомби були, де ягоди? Туди за Градською кидеш. Усе вирізали, усе запхнули, там не познаєш. Ми прошлый год з Гелею пішли сюди і вийшли на дорогу, як на шестакісті. А там вирізано, і ми по тому вирізаному зайшли в некий ліс. І я кажу, якраз пройдемо ці катакомби, як ми кажемо, і вийдемо на дорогу. Та зайшли, я думаю, куди тут йти? Не познать, еле ми виповзли на дорогу. Там усе вже підрівнували. Нема нічого. Калісьці на гэту вёску быў адзін калодзей, там на перакростку. Да. У 2 часа ночи уставали. Один колодец был на всю вёску. Для хозяйства, для коров там вот такое было. А уже чистая вода для питья, для приготовления ежи, то был один только колодец. Ну, был, але чому? Чому ночі у 2 часа уставали і йшли? Ну, бо набирать ж выбирался. Зимою пробивали лед, ставили туда палку, вставляли. Все, за ночь замерзало, до той палки брали колесо от воза. Туди до колеса привязывали жертку, а на том конце жертки санки. И крутили. И получался от центробежной силы, як не удержишься, так полетишь, далеко полетишь. И это вот такие развлечения были. И вот пошел и покатался на этой карусели самодельной, и воды привез, и эдак все. И вымазался там, где в снег в этой. Які там 80-ті, 70-ті, 80-ті вже. Ну, трохи було, може, якое послаблення вже трохи до тієї церкви. А ще як мама ходила, ще, може, ми малые були, у 60-х годах там, туди у Козловщину, хоча б ніхто не бачив, як посвятити там то яйцо, щоб ніхто не бачив, бо тут же ж лишали трудодней, лишали тут усього, тут могли наказати за это все. То ездили на свадьбу аж за Смоленск. Ярцево остановка, як поїзд іде. А там пересідали на автобус на Духовщину. Вот там побыли. Это в России? Ну да. Ага. И все, и назад вернулись. С семьями, собирались уже семьями, и все, ну там, где выходили там, у карты пограть там, где, что там. Ну, а вечером там ходили, да уже песни спевали, волочодники ходили. Велик святой наш день настал, со славой с гроба воссиял. Христос Господь на вечный свет, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. О, нехай пили водку, добре. Добро, ну. Відомо своя, де смачно. Во.
Ну, калі хто там захацеў, прыйшоў прыйсці на там пахмяліцца, ці ў панядзелак, там, ці ў аўторак, там, як кажуць, шапку хто-то забыў спецыяльна, там, дзе там уже павесіў на кручок які. А прыйшоў шапка, тут яшчэ недзе мая. Пришел по шапку, По шапку, да, і вже там пару чарак вып'е вже, да, і пайде довольны. Це каравай дзялілі, але на тарэлкі-то халадзец быў самы хорошы, мясо варанае было, і калбасы былі, ўсё такое былі. І Усё ж было, ну, ўсё якое, як у было, вёсцы, ну, што не там. цяпер, як уже робяць. Чо знаю, што ставяць на стол. То же самое все ставят, але уже Ой. одно, что модно разложвают. Было, ну, ферма была, все тут и тракторы были, и была своя кузня, и был свой коваль. И уже надо было что-то там, якую там зашчапку зрабіць, или что там где-то, или плуг поремонтовать какие-то. Уже и шли туды до яго, и он там все, я там сам был в той кузні, там велькі стоял мех, такі рычагом накачиваешь. І ўсё, ён у горную ты воздух наганяў там. Быў каваль у другой вёсцы, і ў нашай свой быў каваль, свая кузня, то які там серп зрабіць, там или гачку якую там, или што. Это уже шлі туды да яго, і ён там уже выполняў тую кузнечную кавальскую сваю работу. Молоко тут собирали, молоко, молокосборщики, все это сдавалось молоко. Мусово было. Примус. Ну, как Не, это у ну и тебя? оставалось же ж Да. много. Не, ну каждый куда хотел девать? тоже, и как уже это, и себе там, и как сметанка, и как собрать на масло, там, и как творожок, не зусім обезжиренный получался. Это батько рассказывал. Собрали, ну, сдают мало, коров много, а молока сдают мало. Значит, собирают собрание, приезжает там председатель колхоза, может председатель сельсовета, и уже собрали там людей где на выгоне. Сдаете? Ну, сдаем. А вы вот, и я как раз я пытаю, тетка, а вы сдаете молоко? Сдаю. Я сдавала, сдаю и буду сдавать. Председатель, ну вот, берите пример, вон с тетки, берите пример. А батя говорит, а она ни литра не сдала. Но выступила хорошо, и берите ее пример. О, Коля молодец, сохранил. Да, я сейчас покажу. Сохранил. Вот это называется, это маслобойка. Крышечка. Заливают сюда сметану, Крышечки нема. да, закрывают сверху крышечку что-то не нашел. Ну, я. И потом вот так вот начинает, и буквально минут 20. То А и за это, 10. чтобы сметана отстаивалась, сюда заливают молоко и ставят ведро холодное с водой. Закрывают, значит, полдня постоит оно. Молоко будет синенькое, а сметана беленькая. И через эту стеклышко уже видать. Да, вот. Давай растянем. Ну, Так. И смотрите, как цвета сохранились. Я сам поражаюсь до сих пор. Снауница мусить некая. Наверное. Вот этой штукой хозяйки набирали как-то нитки. У нас И- они и- назывались охотники. За этого, как ты наберешь эти нитки, так узор так получается. Вот как наберешь, вот. Лет 30 это точно. Около 30 лет. Мать когда-то делала. И, кстати, сами красили эти нитки. Сама тут набирала, ткали. Ну, сами люди делали. Я кажу, хата новая, кажу. У вас мусить быть после пожара построили. Да. Ну, было сгоревшее. То Но этой хате уже 60 лет. 60 годов. Ну, Коловорот для пряжи сохранился вот от матери. Так вот. Вот так вот. И вот, и вот нитки вот сюда вот собирались. А, еще ж нету этой да, досочки, як я досочки нету. Ну нету. Сновница. Животных много подходит. Вот сейчас по огороду я смотрю, у меня какая-то косуля ходила или что-то. Мгм. Хорошо походила. Ну. Вот Животных лиса много. ходит, вот здесь часто ходят лиса.
У Ванды всех курей Всіх курей, съела. да, да. всіх курей похватало. 4 штуки было съела. Она как к Вовику приходит, он для котов выставляет, она там все скушает, что есть в тарелках. Знаете, як я раз пішла по гриби, не розказувала, пішла сюди під озеро. І думаю, дай пойду туди, як під гету. Хто там жив? Это? Ну, це ще до Шапеля, тут, на цей бок. Це ж вийшло з голови вже. Пойду сюди, може знайду що. Їду на ровері. Одно минуло до перемінця, до того кусту не дійшла. Да, дзик виходить. Став на дорозі, стоїть. Я ногу з ровера, я стою з ровером. І стоїть, думаю, що ж тут далі буде. Виповзають 7 поросят, але не малі, вже підсвінаки. І кажу, костей не знайдуть, бо ніколи туди не ходила, близько. Це ж, тянуло видок. Постояли, рохнула та свиня і повела в ліс. Я чуть ще постояла, да й поїхала. Ну, правда. А в мене своя. І все.